Северо-Кавказский федеральный университет успешно сотрудничает с Абхазией с 2014 года. За это время совместно с Минпросом республики разработан проект закона об образовании, который сейчас находится в законодательных органах, отметил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов на встрече с Асланом Бжани. Добро пожаловать в Абхазию. Знаю о той работе, которая проводится, считаю ее важной и полезной. Реализован ряд курсов повышения квалификации. Их прошли более 2500 жителей. Прежде всего, это, конечно, педагогические работники, почти 2300. Это более 300 государственных гражданских служащих, ряд представителей Академии наук республики, ну и в том числе специалисты реального сектора экономики. Помимо этого, мы выстроили достаточно хорошие, такие плотные контакты с университетом, с Абхазским государственным университетом, создали совместно ряд международных лабораторий, и с университетом, и с Академией наук в таких направлениях, как история, юриспруденция, экономика. Ну и результатом за эти годы стало опубликование более 45 научных статей, как в журналах ВАК, так и в журналах, которые входят в базу международного цитирования Web of Science и Scopus. Также рассматривается возможность создания совместного центра компетенции для притяжения молодежи и педагогических сотрудников. Сейчас в стадии обсуждения, где он будет располагаться и какие функции у него будут для реализации. Присутствовавший на встрече министр просвещения Инал Габля выразил благодарность руководству СКФУ за высокий профессионализм и обмен опытом. В этом году специалисты СКФУ читали в Абхазии лекции для сотрудников государственных ведомств о законности и дисциплине, противодействии коррупции и муниципальном управлении. В этом году мы ввели новое направление совместно с коллегами. Это повышение квалификации логопедов и наших психологов. У меня была возможность самому принять участие в работе специалистов СКФУ. Продолжаю предложение Дмитрия Николаевича о создании центра развития образования. Мы это тоже уже некоторое время обсуждаем на уровне университета, Кабинета министров. Александр Золотенский снова сегодня нас спрашивал об этой идее. И наше видение — объединить усилия, и выбрать площадку. Мои пожелания — работать дальше. И на нашу поддержку рассчитываем. И так, чтобы была польза. В завершении встречи Дмитрий Беспалов подарил Аслану Бжани памятный подарок — книгу «Очерки Кавказа». Сария Кварацхеля, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.